В Ижевском районе Сыктывкара на финальный этап вышли работы, запланированные на этот год в рамках проекта формирования комфортной городской среды и нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Все участки для ремонта и благоустройства определили сами эжвинцы. Обновленные, а где-то и вовсе новые объекты проинспектировали и депутаты Совета столицы. Прошелся по новым эжвинским тротуарам и Евгений Стокас. Депутаты из Эжвы шагают по новому тротуару на проспекте Бумажников рядом свежеуложенный дорожный асфальт. Работы, говорят народные избранники, выполнены качественно, но единичные сюрпризы есть. Например, этот заезд почему-то не попал в проект, и здесь пешеходов встречают лужи. Руководитель эжвинской администрации Сергей Воронин отмечает, в следующем году все такие шероховатости исправят, а принцип параллельного обустройства улицы и дороги сохранят. Были запланированы работы по 6 общественным территориям, это то есть тротуары, пешеходные тротуары, и 4 дворовых территории. По общественным территориям мы уже работы все закончили. Да, по БКД тоже 6 участков дорог, в основном брали максимально, чтобы если заходим на улицу, доделать улицу полностью. И, соответственно, пытались подвести комфортную среду по общественной территории, пешеходный тротуар тоже по той улице, где делали дороги, то есть более-менее комплексно. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» и федеральной программы формирования комфортной городской среды в Эжве в этот сезон изменилась по всей длине улица Калинина. Дорожное полотно обновили, а пешеходный переход подвинули ближе к перекрестку. Депутаты отмечают, что такие объекты, тротуары и обустроенные пешеходные переходы напрямую влияют на уровень безопасности в микрорайоне. Яркий пример – эжвинский строитель. Это основная улица Юности, которую мы сегодня видим, обновленную и действительно комфортную. И здесь появился тротуар, которого никогда не было. Я прекрасно помню, когда мы сюда приходим, смотрим этот микрорайон, мамы с колясками шли по дороге. То есть сегодня соблюдается как раз вопросы безопасности. Из 4 дворов, запланированных к обустройству на этот год, 2 уже приведены в порядок по улице Новоселов и в Школьном переулке. В этом году по программе формирования комфортной городской среды на Эжву пришлось на 15% больше средств, чем в прошлом. Потому и удалось охватить столько объектов. На будущий год эта программа будет продолжена, и в рамках этих программ, я думаю, Эжва должна увидеть. И жители Эжвы должны увидеть просто перемены, хорошие, позитивные перемены. В всяком случае, мы на это рассчитываем. И хотим, чтобы и в дальнейшем люди проявляли активность, и участвовали в программе, проводили собрания у себя во дворах. Эжвинцы уже проголосовали за благоустройство территорий в следующем году на улицах Славы, Мира и Бумажников. Один из важнейших проектов – обустройство улицы Комарова и с четной, и с нечетной стороны. Причем не только тротуаров. Дорога в рамках нацпроекта БКД тоже будет отремонтирована целиком. Евгений Стокас, Роман Боровиков, Юрген, Сыктывкар.